В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Грозы, порывистый ветер и мокрый снег. Непогода идет в Якутию. Сегодня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге пройдет техническая закладка секции атомного ледокола «Якутия» о наших земляках, которые строят атомный флот страны, в этом выпуске. Сегодня день российского предпринимателя, как бизнес подстраивается под новые условия. Непогода идет в Якутию. Так, в ночь на 27 мая в Ленском, Алекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Усть-Майском районах ожидаются грозы с порывистым ветром до 22 метров в секунду. Точно такая же погода завтра днем ожидает жителей Горного, Хангаласского, Намского, Усть-Алданского, Татинского, Тампонского и Усть-Майского районов. В Вилюйских районах днем дожди местами сильные. В Оленёкском районе и на севере Мирнинского района ночью ожидается мокрый снег, местами сильный. Спасатели просят свести до минимума поездки в этот период. При сильном ветре не стоит приближаться к ветхим деревьям, рекламным щитам и линиям электропередач. Масочный режим россиянам придется соблюдать до 2 месяцев. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется. Тем не менее, вирус не собирается уходить. Глава ведомства добавила, что необходимо также соблюдать требования к чистоте рук, помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований. В Якутии увеличивается количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Особенно сложная ситуация остается в столице региона. Наша съемочная группа продолжает следить за соблюдением режима самоизоляции. И сейчас на прямой связи со студией находится мой коллега Сергей Михедов. Сергей, я тебя приветствую. А как много вот сейчас жителей гуляет по городу? Настя, приветствую. Сегодня мы выехали в столичный парк культуры и отдыха. Это традиционно излюбленное место горожан для прогулок на свежем воздухе. И сегодня в Якутске установилась по-настоящему жаркая погода. Термометры показывают примерно 30 градусов со знаком плюс. Ну, сейчас буквально несколько минут назад солнце скрылось за тучи, стало немножко полегче дышать, и в парк начало приходить больше людей. Буквально за полчаса парк заполонили гуляющие, очень много детей, и далеко не все отдыхающие носят маски. Это говорит о том, что многие жители Якутска продолжают игнорировать меры безопасности. Между тем, за последние сутки в Якутии число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось сразу на 88. И по-прежнему большая часть заболевших в столице – это 67 человек. Напомню, изо дня в день количество заражений продолжает увеличиваться, и даже дополнительно введенные ограничительные меры в столице не останавливают горожан. Люди продолжают выходить на улицу и контактировать друг с другом в полной уверенности, что вирус их не коснется. Мы призываем жителей Якутска оставаться дома, не выходить на улицу, не реагировать на жаркую погоду, ведь на кону ваше здоровье и здоровье ваших близких. Настя, мы будем следить за развитием событий. Передаю тебе слово. Да, Сергей, спасибо. Действительно, лучше оставаться дома, тем более, что теплая погода в столице региона и других частях нашей республики долго не сохранится. Я напомню, что на прямой связи со студией был мой коллега Сергей Михедов. Продолжаем выпуск. Венчурная компания «Якутия» приобретет компьютеры для проведения клинических испытаний системы скрининга вирусной пневмонии COVID-19. Компьютерное оборудование передадут Якутской городской больнице номер 3, Якутской республиканской клинической больнице и Алданской центральной районной больнице. Как отметили в компании, оборудование доставят в Якутск в течение 2 недель. Сегодня, 26 мая, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге пройдет техническая закладка секции атомного ледокола «Якутия». Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. Ледокол «Якутия» станет 4-м атомоходом проекта 22-220, включая ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
За 160 лет успешной работы Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудится более 6 тысяч человек. День технической загладки нового атомного ледокола важен для каждого из них. Но особенно волнителен для якутян судостроителей Балтийского завода. О наших земляках, которые строят атомный флот страны, в материале Айсены Бурнашовой. Монтаж труб и крепления, обработка соединений, перегонка деталей и узлов. Работа у слесарей-монтажников на заводе не из легких. Но Михаилу и Артему, двум друзьям из Якутии, такая работа по душе. Я родом с города Мирного, приехал сюда по вызову моего друга. Они работали в Мирном, трудились в алмазной сокровищнице. Теперь также вместе уже в Петербурге строят атомные ледоколы. Михаил Оконешников работает на Балтийском заводе уже 3-й год. Артем Савов чуть меньше. За плечами у слесарей-монтажников строительство головного атомного ледокола «Арктика», самого крупного и мощного судна в мире. Знаем каждое помещение, весь Все наизусть. Родной, так сказать. Да, наш корабль. на руках. Сейчас якутяне задействованы и в строительстве 2 серийных атомных ледоколов Сибири и Урала. Их также строят на Балтийском заводе. Впереди ребят ждет Якутия. Честно говоря, я пришел на работу, и на следующий день приходит Артем, и он прочитал информацию, что будет называться Якутия. Ну, сначала я не поверил, а потом я прочитал в соцсети, что действительно. И для нас это будет большая честь его строить. Якутия все-таки наша родная, поэтому будем строить с большой радостью. Название новому ледоколу выбирали согласно традиции Росатомфлота, когда морские суда именуют в честь регионов, примыкающих к Северному морскому пути. Заказчиком строительства выступает Атомфлот, предприятие госкорпорации «Росатом». Спуск запланирован на ноябрь 2022 года. Физпуск реакторной установки в июле 2024 года. А передача заказчика в декабре 2024 года. Ходовые испытания ледокола «Якутия» будут проходить на Балтийском море, а ледовые испытания будут проходить в морях Арктики. Уникальность ледоколов серии 22-220 в эффективности. Они могут работать как в устьях сибирских рек, так и на трассах Северного морского пути. Льды Якутии не помеха. Скорость хода составит 22 узла. Длина 173 метра, ширина 34. Это будущее ледокольного флота. И это будущее сейчас строят на Балтийском заводе. Да, я тоже буду продолжать работать, мне нравится строить корабли. Ну, я думаю, что в дальнейшем мы будем также строить не только Сибирь, Урал и Якутия, но и будем в дальнейшем принимать участие дальше в судостроении. Айсена Бурнашова, Виктор Олисов, Санкт-Петербург. О работе в период весеннего половодья сегодня отчиталось руководство водоканала. Руководитель предприятия Анатолий Кырджагасов сообщил, что до начала паводка были проведены все ремонтные и подготовительные работы. Также в период половодья прошли испытательные работы действующих водоочистных сооружений на максимальных показателях. Никаких сбоев и срывов не было. Испытания завершены удачно. Сейчас, значит, составляется акт об испытаниях. И мы, я так думаю, где-то через неделю, через 10 дней подпишемся уже акт приема, акт испытаний на максимум нагрузки. Это 70 тысяч кубов в сутки в течение 7 суток при максимуме мутности, при максимуме цветности в речной воде. Она достигала до 157-180 градусов при нормативном 20 градусов. То есть оно практически превышало 7-8 раз. Регулирование отношений, связанных с северным домашним оленеводством, основные направления господдержки, медицинское обслуживание лиц, занятых в оленеводстве, защита оленей от хищников. Все это прописано в новой редакции закона о северном домашнем оленеводстве в Якутии. Правительство региона поддержало этот документ. Законопроект будет внесен в Илтумен для дальнейшего рассмотрения и принятия. Напомню, что действующая редакция этого закона была принята еще в 1997 году. Новый законопроект призван усовершенствовать механизмы сохранения и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Дистанционные аферисты продолжают обманывать жителей Алданского района. В полицию обратилась 50-летняя жительница Алдана. Она пояснила, что разместила на сайте Авито объявление о сдаче своей квартиры. С ней связался мужчина и представился военным, который в ближайшее время должен быть откомандирован из Владивостока в Алдан, куда переезжает вместе с женой. Он сообщил, что готов снять квартиру и попросил для отчета в бухгалтерию квитанцию с печатью, которую якобы можно получить в банкомате. Когда женщина находилась у банкомата, ей снова перезвонил наниматель и сказал, что находится в банке, и передал трубку специалисту. Под диктовку лжесотрудника банка женщина произвела в банкомате ряд операций по своей карте, в результате чего и лишилась более 50 тысяч рублей. Программа «Дальневосточный гектар» будет действовать до 1 января 2035 года. Заявление можно подать в уполномоченный орган лично, по почте, либо в форме электронного документа с использованием федеральной информационной системы. Для предоставления гражданам земельных участков на веб-сайте на дальневосток.рф. Для подачи через федеральную информационную систему необходимо зарегистрироваться на госуслуги.ру. Также можно подать заявление и в центр «Мои документы». Сегодня день российского предпринимателя. Указ о введении этого праздника в стране подписал Владимир Путин еще в 2007 году. С тех пор представители бизнеса отмечают его ежегодно. Впрочем, в нынешнем году ситуация с распространением коронавируса крайне негативно отразилась именно на бизнес по всей стране. Однако есть и такие, кто не опустил руки. Сергей Михедов продолжит. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Бренд якутской национальной посуды «Камелек» оказался среди многих зажатых тисками ограничений. Однако, закрыв магазины, компания вскоре вернулась к производству. В поисках новых возможностей руководители плотно занялись и онлайн-работой. Развили сайт, раскрутили аккаунты в соцсетях. Теперь бренд «Камелек» знают далеко за пределами родной Якутии. Нам заказывают из Чехии, из Болгарии, из Америки даже был заказ. Любая ситуация и любые обстоятельства человека только укрепляют как духовно, так и физически. Да? И я всегда своим сотрудникам говорю не унывать, а идти вперед, извлекать из данной ситуации только полезное. За 14 лет успешной работы на рынке они стали одним из передовых ресторанов столицы региона. Мусхая – это словосочетание у большинства горожан ассоциируется с изысканными блюдами якутской национальной кухни. В ресторане и банкетном зале трудились примерно 50 человек. С началом пандемии деятельность ресторана приостановили. Проведя месяц в условиях ограничений, в Мусхая выход нашли и открыли собственное производство. Мы продаем где-то порядка 17-18 различных полуфабрикатов. Это из жеребятины, из говядины, из оленины, пельмени, то есть различные субнаборы. То есть тот народ, которых мы отправили в отпуска, да, неоплачиваемо, дали шанс заработать людям. По данным Министерства предпринимательства, на 10 мая в Якутии числятся более 40 тысяч предпринимателей, а трудятся в этих компаниях почти 90 тысяч человек. Не секрет, что ограничения, связанные с COVID-19, сильно ударили по бизнесу региона. Грантовая поддержка, озвученная президентом страны, выплачивается предпринимателям. Из числа пострадавших сфер подано свыше 6,5 тысяч заявок, что по оценочным данным составляет свыше 70% всех пострадавших предпринимателей, зарегистрированных у нас в Республике Саха-Якутия. Указом главы определены 7 основных субсидий, которые выплачиваются пострадавшим предпринимателям уже по региональному списку. Он намного шире, чем федеральный. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса встречают свой профессиональный праздник не в самом лучшем положении. Большинство, правда, ожидают или уже получает финансовую поддержку от властей. А есть и такие, кто, напротив, помогает общему делу – борьбе с коронавирусом. Глава региона сегодня подписал указ о присуждении государственной награды «Гражданская доблесть» целому ряду якутских компаний. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.